Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как в Казани днем посреди оживленной улицы 4 ударами ножа убили человека. Но он сразу признал эту вину. Он говорит, это я. Тут уже не признаваться, тут уже все. Покажем, как в одном из казанских дворов после потасовки задержали одну нетрезвую автоледи. Охватывайте, дуем. Все. А вторая нетрезвая девушка-водитель на глазах автоинспекторов в том же дворе протаранила припаркованные автомобили. У нее прав нет вообще. Это вообще не ее машина. Все это прямо сейчас. Мужчину без определенного места жительства убил сегодня утром 23-летний уроженец Узбекистана. Все произошло в 11 часу дня на проспекте Амирхана, прямо на улице, на глазах у прохожих. Пострадавший скончался от нескольких ножевых ранений в живот и грудную клетку в область сердца. Нож мужчина взял в ближайшем кафе. Туда же вернулся после нападения и сам попросил вызвать полицию. У них был конфликт, и он его прямо убивал. Первым тело мужчины, лежащее с торца дома, увидели сотрудники местного ТСЖ. Мы же ходим, мы все-таки ТСЖшники, мы же ходим туда-сюда. Мы заходили, не были, выходим, труп лежит. Позже хронологию событий восстановили буквально по минутам. 10-14. Молодой парень, я так поняла, узбекской национальности, нанес 4 ножевых. Ну и потом забежал в кафе. И сам вызвал, попросил сотрудников вызвать полицию, сам остался. Очевидцы рассказывают, трагедии предшествовал конфликт. Бездомный мужчина, на вид ему около 40 лет, точнее никто не знает, говорят, был пьян с самого утра. За языком мог не следить, не исключает, что это и могло стать причиной словесной перепалки, которая переросла в поножовщину. Он женщины с одной жил. Они вот к нам сюда заходили, бомжевали, мы их выгоняли. Они всегда тусовались около столовой. Там кто-нибудь им что-нибудь покушанное не даст. А бухать они бухали, еще как. Но они всегда бухали, у них всегда пакеты с бухлом. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют следователи. Родственник подозреваемого рассказал, он родом из Узбекистана. Родственник из Узбекистана. А какой город? Тулистан. Это красивый город. 200 километров от Ташкента. В Казань приехал в минувшем году, до этого работал на севере. Срок регистрации в России у 23-летнего молодого человека закончился. Родственники предлагали уехать, но он не послушал. Он не успел продлить свою регистрацию. Он сказал, заезжай и выезжай. Ну да, потому что он сразу сказал полиции, что у него нет регистрации. Свою вину в убийстве подозреваемый признал сразу. Но он сразу признал эту вину. Он говорит, это я. Тут уже не признаваться, тут уже все. Рассказал, что после вспыхнувшей словесной перепалки зашел в кафе, взял нож и снова вышел на улицу с единственной целью. После вернулся обратно и сдался. Скорую помощь очевидцы вызвали тут же. Пока звонили в экстренные службы, раненый мужчина был еще жив, но к приезду медиков скончался. В 10-14 его убили, в 10-20 уже все приехали. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, «Вызов 112». Внимание полицейских минувшим вечером было приковано к одному из дворов на улице Бегичева в Казани. Сначала там вспыхнул конфликт между двумя компаниями. Потом задержали нетрезвую автоледи. Причем, как уверяют очевидцы, за руль она села как раз из-за вспыхнувшей потасовки. И пока автоинспекторы оформляли вождение в нетрезвом состоянии, в этот же самый двор на большой скорости влетела еще одна иномарка под управлением еще одной нетрезвой девушкой, никогда не получавшей водительских прав. Остановиться она смогла только протаранив припаркованный «Опель». Проходить освидетельственным прибором техстресс алкотестер Юпитер на месте будете? Да. Зачем девушка села за руль Kia, она рассказать отказалась. Но очевидцы говорят, она вышла из дома. И то ли захотела переставить автомобиль после начавшейся во дворе потасовки, то ли были другие причины для поездки. Но уехала она на глазах сотрудников патрульно-постовой службы. Хотели подраться, толпой, не толпу. То, что она была нетрезва, было видно и без алкотестера, поэтому ее задержали и передали автоинспекторам. Они предложили 27-летней автоледи пройти экспресс-тест на наличие спиртного в организме. Охватывайте, дуем. Все. Идет анализ.
0,641 миллиграмм на литр. С результатом она согласилась и отрицать очевидного не стала. Сотрудники ГИБДД быстро выяснили, что водительское удостоверение она получила в 2019 году. Через 2 года ее задержали за рулем с признаками опьянения. Срок лишения прошел, но штраф в 30 тысяч она заплатила меньше года назад. И очередная поездка в нетрезвом состоянии привела ее уже к уголовному делу. Статья предусматривает от штрафа в 300 тысяч до лишения свободы на срок до 2 лет. Порой суды изымают и автомобиль как средство совершения преступления. И пока автоинспекторы оформляли это нарушение, в этот же самый двор заехал другой автомобиль «Шевроле Авео», который остановиться смог только протаранив припаркованный «Опель». За рулем «Шевроле», как установили автоинспекторы, была 28-летняя девушка. Очевидцы рассказывают, что она в компании знакомых распивала алкоголь в салоне автомобиля. Она сидела за водительским сиденьем. Сам водитель сидел на пассажирском и зажег ключ зажигания. Да, вот. Но ее как бы нога нажалась на педаль. К моменту столкновения, рассказывают жители дома, автомобиль уже успел набрать приличную скорость. Полученные повреждения тому доказательства. При этом никто не понимал, что она вообще делала за рулем. У нее прав нет вообще. Это вообще не ее машина, это не первый ее раз. машина вообще. Это первый раз. Отпираться было бесполезно, и с фактом управления ей пришлось согласиться. Правда, не сразу смогла пройти экспресс-тест, просто не дула в трубочку алкотестера. Когда вы дуете, прибор издает звук. У вас не получится его обмануть, понимаете? Если вы будете так делать, я это фиксирую как отказ. Дуй. Вы сами у меня изо рта высовываете. В конечном итоге пройти процедуру девушка смогла. Алкотестер подтвердил, она сильно пьяна. 0,933 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. Состояние алкогольного опьянения установлено. Когда ее посадили в патрульный автомобиль, жильцы этого двора быстро связали с ней потасовку, которая была незадолго до аварии на детской площадке. Первый же конфликт также произошел из-за этой же Лены. Потому что там ребята сцепились неизвестно по какой причине, но благодаря ей. Ребята здесь были местные, но с ее стороны приехали не местные. Вот. Из-за чего конфликт лица произошел? кавказской национальности. И это причем уже не первый раз. Она лбами сталкивает нормальных ребят, мужей, отцов детей, сыновей чьих-то также. Хотя она, в принципе, она адекватная, она неплохая, она очень хорошая, она мама, у нее есть дети. После потасовки, рассказали местные жители, в отдел ее не забрали, а увезли после аварии. За езду без прав в нетрезвом состоянии административный кодекс предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч, если человека по каким-либо причинам нельзя подвергнуть аресту. Отвечать за эту поездку придется и ее знакомому, который и разрешил ей посидеть за рулем. «Шевроле» по документам принадлежит не ему. В страховку молодой человек вписан, и его привлекут к ответственности за передачу управления нетрезвому человеку, не имеющему прав. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения и крупный штраф. Лиана Бахтиева, Альбина Минаева, вызов 112. Всего за минувшие сутки в Казани 7 человек сели за руль с признаками опьянения. В городе зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек, водитель мотоцикла, погиб. Девушка-пешеход, которую снес упавший байкер, и еще 2 водителя получили травмы различной степени тяжести. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.